Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стигаю, погоняю. Что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте. Уважаемые гости, друзья, ребята, я вас сегодня всех приветствую на Центральной районной библиотеке. Сегодня, 25 января, вспомним Владимира Высоцкого, гениального, талантливого поэта, актера. Вечер у нас будет проходить в непринужденном, свободной обстановке. Желающий сегодня на вечере может рассказать свое мнение, сказать о Высоцком, о его творчестве, о любимых его стихах. Я хочу коротко рассказать биографию Владимира Высоцкого. Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. С начала Великой Отечественной войны отец ушел на фронт, а мать с сыном переехали в Оренбургскую область. В эвакуации они прожили 2 года и в 1943 году вернулись в Москву. Здесь Володя Высоцкий пошел в 1 класс. К этому времени брак родителей, к сожалению, практически распался. У каждого была уже своя новая семья. И в 1946 году они официально развелись. Мать Высоцкого много работала. И когда появилась такая возможность отправить сына с отцом в Германию, куда по службе командировали отца, то она воспользовалась этой возможностью. И Высоцкий с отцом поехал в Германию и с мачехой. Там Володя продолжил учебу в школу и в свободное время учился играть на пианино. В 1949 году Высоцкие вернулись в СССР, в Москву, жили на Большом Каретском переулке. Его детские воспоминания о районе, где жил, позже легли в основу многих его текстов. В 1955 году, после окончания школы, Владимир Высоцкий хотел поступить в театральный институт. Но семья не поддержала его, и он стал студентом инженерно-строительного института. Но все равно после 1-го семестра он бросает этот институт и готовится к поступлению в школу-студию МХАТ. В 1956 году он уже студент школы-студии МХАТ. У Высоцкого была очень плохая дикция, сиплый голос. И внешне он такой неприметный был в то время. Он был худой, невысокого роста, с очень узкими плечами. Даже в школе его называли «Высота», такое прозвище придумали ему. Но он начал очень заниматься собой. Он качался и с тем же упорством занимался на гитаре, учился играть на гитаре. Когда он уже учился в театральном институте, он особо роли он не получал. Получалось, что 4 года он был без работы и без денег. В эти годы он с друзьями на Большом Каретном собирались у друга Кучеряна. Среди его друзей были Тарковский, Шукшин. Эти люди, которые в будущем стали знаменитыми актерами и режиссерами. Атмосфера этой компании была дружеская. Там Высоцкий в первое время пел чужие песни, он уже играл на гитаре. Но по рассказам Высоцкого он уже с 8 лет пишет стихи. Как Высоцкий в дальнейшем рассказывает,
Он пишет стихи, читая только малому кругу своих друзей, и как-то он услышал, как поет Булат Акуджава. Вот он как рассказывает. «Я однажды услышал магнитофон, услышал приятный голос, удивительные по тем временам мелодии и, конечно, стихи, которые я тоже узнал. Это был Булат Акуджава, и вдруг я понял, что впечатление от стихов можно усилить музыкальным инструментом и мелодией. Я попробовал это сделать сразу. Тут же брал гитару, когда у меня появлялась строка, и вдруг это ложилось на тот ритм. Я тут же менял ритм и видел, что это даже помогает работать, то есть сочинять с гитарой. Поэтому многие люди называют это песнями. Я считаю, что это стихи, исполняемые под гитару, под рояль, под какую-то ритмическую основу. И с тех пор вот Высоцкий начал свои стихи не просто писать, читать, а уже играть под гитару. В первое время он в такой маленьком круге своих друзей пел. Потом уже он начал выступать в институтах, в домах культуры. Большинство первых песен Высоцкий писал на криминальную тематику. Неожиданно для него они стали популярными. Автор писал от первого лица. Позже он пишет военные произведения. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас. В наших спорах без сна и покоя мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. «Друг, оставь покурить!» А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Параллельно Высоцкий продолжает искать свой театр. Он служит в нескольких театрах. Наконец, в 1964 году Высоцкий стал артистом театра драмы и комедии на Таганке, где прослужил до конца жизни. Здесь он сыграл свои лучшие роли. Самой главной и яркой ролью Высоцкого стала роль Гамлета. Одновременно, играя в театре, Высоцкий и снимался в кино. Но популярность пришла после роли Володи в картине «Вертикаль». В фильме прозвучали песни Высоцкого «Вершина», «Песня о друге» и другие. Конечно, со временем Высоцкий изменился. Железные мускулы, взгляд полной решимости и голос, которому никто не может быть равнодушным. Коротко хочу рассказать семейную жизнь Высоцкого. Первая жена Высоцкого была Иза Высоцкая, актриса. Они прожили 3 года. Она училась тоже в школе-студии. После окончания она была распределена в Ростов, а он остался в Москве. И в отдалении брак распался. Но в своих воспоминаниях Иза говорит, что ни в одном человеке не встречала столько нежности и дерзости. Вторая жена Высоцкого была Людмила Абрамова, тоже актриса, красавица. 7 лет они прожили. В этом браке родились 2 сына, Аркадий и Никита. В актерской среде они очень известные тоже люди. Третья жена была французская актриса, известная, Мария Влади. 10 лет они прожили. Она проживала во Франции. У них жизнь была на 2 стороны, постоянные встречи и расставания.
Но полноценной семьи у Высоцкого не было, так как Высоцкий свое время, все время тратил в театре и с друзьями. Самое главное, каждый из жен, когда рассказывали о нем, они говорили, что он оставался главным мужчиной в их жизни. У Высоцкого был бешеный темп жизни, внутренний ритм. Он как пел, так и жил. Он всегда чувствовал, что ему мало осталось жить. Он должен успеть. Он был безумным трудоголиком. В 1969 году приступ, лопнул сосуд в горле. Его спасла Марина Влади. Была вызвана скорая помощь и оказали ему такую помощь. В 1979 году Высоцкий пережил клиническую смерть. И в 1980 году, 25 июля, умер во сне от остановки сердца. Может быть, причиной и это была. Где-то в 10 лет его в Германии врачи сказали, что у него ревмокардит. Такая болезнь сердца. Высоцкий жил, как пел, возможно, где-то грубо, не гладко, но зато честно и открыто. По призванию самого поэта его жизненное кредо полностью отражено в его песне «Не люблю». Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Высоцкий ушел в 1980 году в самый разгар Олимпиады, которая проходила у нас в стране. Неудобный для властей при своей жизни Владимир Семенович стал неудобным и после смерти. Ни в коем случае нельзя было поднимать шумиху, даже не спровоцировать обширный общественный резонанс. Поэтому только в 2 газетах, так не совсем там где-то, было написано о таком печальном событии. И несмотря на это, эта новость облетела всю столицу. И на прощание с ним собрались более 100 тысяч поклонников. После смерти Высоцкого Булат Акуджава написал стихотворение о Володе Высоцком. О Володе Высоцком я песню придумать решил. Вот еще одному не вернуться домой из похода. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил. Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа. Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом отправляться и нам по следам, по его, по горячим. Пусть кружат над Москвой охрипший его баритон, ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем. О Володе Высоцком я песню придумать хотел, но дрожала рука, и мотив со стихом не сходился. Белый аист московский на белое небо взлетел, черный аист московский на черную землю спустился. Кто сказал, все сгорело дотла, больше не в землю, не бросьте семя? Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать море. Как разрезать, траншеи легли. Нет, она затаилась на время. Она вынесет все, переждет, не записывая землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, звенит она, стоны глуша, изо всех своих ран и задушных, ведь земля — это наша душа, сапогами не вытоптать душу. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Наш лезгинский поэт, писатель Мердали Жалилов написал такую книгу «Мосты души», и там переводы стихов Высоцкого. Сейчас вы послушаете. İnsana rahaz vay, haq valkans rahaz vay ажугди. Чун велик хай буря, акоз вай, кулу хай чун незва басрухти. И брузлухузва, и кюрмир, кюнчкук, кюн ахлад азизбур, незвай бур кицая, кицагмир, кюн лахкон вужаря азизбур. İnsanri gene не қалзава, хақлу валканзава фақирис. Чун велик, ама кюз халзава,
Quluqay chunniz va yig'iri. Ibruzluhu zvagenani, kün çkuk, kün ahladkani bur. Muhmanari kela fenani, kün lahkon, vucare veri bur. İnsanri kalsava, kanik ya haklu vola kunik. In vuçkar, чун великай бур халсава, Quluqay незва чун кузгунри. Дорогие гости, дорогие друзья, желающие, пожалуйста, могут выступить о творчестве его, вот, кто и хочет, желает. Вот я хочу представить вам Ирахмеда Мирзоевича, заслуженного работника культуры Республики Дагестан. Я хочу вспомнить 1978 год. В то время я учился в городе Тбилиси, Республика Грузия. Я учился в Грузинском государственном театральном институте имени Шота Руставели. Вот в 1978 году гастролировал Московский театр на Таганке в Тбилиси, во Дворце профсоюзов. А я знал, что театр на Таганке работает Лезгин, актер, и мне очень хотелось с ним увидеться, встречаться. Но я также знал, что в театре на Таганке работает Владимир Семенович Высоцкий. Но я решил пойти на встречу, встретиться с Расми Джабраиловым. Это касымкенский парень, касымкенский мужик. Долгое время он работал в разных театрах Москвы. Это я Расми Джабраиловой. Человек, который снялся в 82 фильмах. Был бы такой актер у другого народа, я не знаю, его поднял бы на небеса. А мы знаем, многие наверняка не знают, что есть такой актер Расми Джабраилов, он народный артист России. И вы, наверное, знаете, но многие не знают. И сейчас, в прошлом году, он скончался, вот, ему было по 90 лет. И сейчас его дочь ее, Мадлен Джабраилов, тоже заслуженная артистка России, работает тоже в Москве, работает в театре студии Петра Фоменко. Это я просто то, что знаю, я и говорю. Но сейчас не о них разговор. Тем не менее, человек, который работал с Высоцким, я просто вспоминаю Расми Джабраилова. Ну, потом решил встретиться с ним, с Джабраиловым. Я поехал, вот, где они гастролировали, Дворец профсоюза в Тбилиси. Через служебный вход зашел я в этот дворец и спросил, там, я не помню даже у кого-то, но встретил я их коллег, и говорю, спрашиваю, я говорю, я хочу увидеть Расми Джабраилова. А они мне говорят, у нас такого нет. Я говорю, как нет? Я говорю, да ну я знаю, что он работает в этом театре. У нас есть Рамзес Джабраилов. Почему-то в театре его не Расми Джабраилов, его называли Рамзесом. Рамзес Джабраилов. Я говорю, наверное, это он. Но они мне сказали, куда пойти, в какую гримерную. Я на самом деле зашел в гримерную. Мужчина маленького роста, такой кучерявый, лысоватый, туда-сюда. Я говорю, салам алейкум, он сразу на меня посмотрел. Я говорю, вы лезгиян? Он говорит, что говорит? Я говорю, вы лезгиян? Он говорит, да. Я говорю, я тоже лезгиян. Я говорю, я вот там-то учусь. И вот так хотел с вами встретиться. О, он обрадовался, встретил. А в гримерном стоят эти зеркала гримерные для грима, для артистов. Там 4 зеркала было, на них было написано, на этих зеркалах,
бумага, склеенная бумага с фамилиями артистов. Ну, он Джабраилов, он как раз и сидел за своим этим трюмо. Высоцкий, я помню, Золотухин и Хмельницкий. Четвером они гримировались в одной гримерной. Я, когда увидел этот Высоцкий, написано, я говорю, Высоцкий тоже, говорит, здесь. Он так обидно на меня говорит, там, я удивлен, вот этот, я поражен. Он говорит, да, говорит, он обиден, говорит, он сейчас на сцене репетирует. Вот я говорю, начал спрашивать про Высоцкого, я забыл про Джабраила. У него спрашиваю я про Высоцкого, все про Высоцкого. И вот заходит в один момент Высоцкий таком, с гитарой. Пришел, он говорит, здравствуйте, говорит. Я говорю, здравствуй. Я смотрю такие глупыми глазами, такими раскрытыми на него. И он, этот, говорит, Расми Джабраил, говорит, познакомься, говорит, познакомься, говорит, это, говорит, наш, говорит, будущий, говорит, коллега, говорит, молодой наш друг, говорит, туда стал. Он мне подает руку, и вот так, я его тоже, он, этот, говорит, Володя. Я забыл про свое имя, когда он мне сказал Володя, я говорю, да, туда-сюда. Да, и мне ничего не оставалось ему сказать. Я говорю, я вас приглашаю в ресторан, говорит, я студентом был. Он мне говорит, ой, мой, говорит, юный друг, говорит, извини, говорит, я занят, говорит. Вот такой разговор у нас состоялся, потом я с ним немножко побеседовал. Он опять пошел на сцену, я этому Джабраилову говорю, я вас тоже, говорит, хочу в ресторан пригласить. Потом вечером мы встретились в ресторане Аджария, и он мне рассказал, я говорю, так хотел, говорит, чтобы, говорит, Высоцкий был за нашим столом. Он говорит, ты знаешь, говорит, он, говорит, занят. Я говорю, у него же, он не участвует же в спектакле, который сегодня идет. Он говорит, он все равно занят, говорит. Оказывается, он мне рассказывал, это министры такие, тогда министры, они 4-5 собирались там, да, и они там деньги, котел делали, собирали для Высоцкого, и отдельно они, это, там, лей, пей, он поет. Маленький круг друзей, наверное, людей. Не столько друзей, вообще это люди, любители его таланта, да, вот это. Вот такая у нас была встреча. А вообще, какое впечатление было о нем? Вот первый раз же увидели, какой он был в жизни, интересно нам тоже. Знаете, он обыкновенный человек, я скажу вам, он очень скромный был. Скромный человек, мы вот так все, вот так, Высоцкий, он себя очень спокойно вел. Ну, такой нормальный человек. Я не сказал бы, что он звезда, потому что он не показывал, что он звезда, он любимец публики, он вот такой талантливый, он нигде вот не говорил, что он очень, абсолютно не высокомерие, такое слово он даже наверняка не знал. Но просто такая встреча была, которая оставила в моей памяти и до сих пор. А потом, через много лет, мы поехали в Уфу, город Уфа, и там у нас было, по линии Министерства культуры меня отправили по обмену опытом туда. И обратном пути мы в Москве остановились, и у меня вот заболело сердце. Я так хотел быть на его могиле. И я говорю, я пойду, говорит. Я пошел и возле этого кладбища купил цветы, поставить на его могилу. Ищу, могилы Высоцкого нет, я никак не могу найти. Кладбище тоже огромное, вот это, Новодевичье кладбище. Никак не могу найти. Наконец, там люди ходят, я говорю, спрашиваю, я говорю, а где, говорит, могила Высоцкого, говорит. А он, говорит, здесь не похоронен, говорит. Я говорю, как? Он, говорит, похоронен на Ваганковском кладбище, говорит, да. А я с цветами теперь иду,
ладно. Иду, там Папанова могила. И я покойного Папану могилу поставил это цветы, вот еще вот такой эпизод моей жизни. А так, я вам скажу, что Высоцкий – это явление мировой музыкальной культуры. Его сравнивали с выдающимися певцами, с выдающимися людьми искусства, с Шар Азнавуром, с Эдит Пиаф, вот такими величинами его сравнивали. На самом деле он таким и был. Ну, его не признавали в те времена, это советская власть, потому что он был немножко хулиганистый, наверное, да, и вот этот пел, сочинял стихи, выступал перед этими, блатные стихи у него были. Ни одна книга не вышла при его жизни. Вот первая книга, которая у меня дома есть, это книга, которая была напечатана, это был «Нерв» называется эта книга. А потом уже после советской власти он стал вот таким супер, вот таким поэтом. Хотя при советской власти никто не знал, что поэта Высоцкого не знали. Знали певца Высоцкого, знали актера Высоцкого. Театр на Таганке тогда был самый модный театр в Советском Союзе. В Москве, ну, естественно. И туда не попадали, месяцами люди не могли найти билеты. Но я скажу, что Высоцкий оставил огромный след, например, нашего возраста людей, старше. Ну вот я сегодня очень рад, что сегодня дети читают его стихи. Это прекрасно, что дети знают его стихи. Я поздравляю всех, вот поклонники Высоцкого, наверняка все это поклонники Высоцкого. Да, поклонники Высоцкого. Да, спасибо всем, что вот они так участвуют в этом прекрасном вечере. И спасибо вам тоже, что вы так в Центральной библиотеке районной, что вы организовали вот вечер памяти Высоцкого. Я думаю, наверняка в других районах такое нет. Потому что, ну, я не знаю почему, но вам, Гуля, спасибо, что вот на самом деле, что сегодня мы вспоминаем Владимира Семеновича. А в фильмах, в которых он выступал, он на самом деле немного выступал, но фильмы были всегда желанными, и люди с удовольствием ходили не столько смотреть на этот фильм, а настолько, что там снимался Высоцкий. И в конце я многое могу говорить про Высоцкого, просто товарищи тоже хотят говорить. Я вспоминаю его одно изречение. Он говорил: поэты ходят по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. Спасибо. Спасибо. Очень интересно. Не всем этого суждено встретиться с Высоцким. Тут хочу еще добавить, на Ваганьковском кладбище, когда его хоронили, попросили, по-моему, директор этого кладбища, что где-то поближе у входа похоронить. Конечно, он за это заплатил. Его отстранили от работы, этого директора кладбища. Нет, там интересно еще, вот, но я сам своими глазами не видел, но, однако, ну, я видел видеоматериалы, вот интересно, там его памятник, Да. Высоцкого памятник, как будто он вырывается из земли, вот такой у него интересный, вот, скульптор интересно придумал, хороший памятник поставили. Песня о Волге. Как по Волге матушке, по реке кормилице, все суда с товарами, судьи да ладьи. И не притомилися, и не надорвалися, ноша не тяжелая, корабли свои. Волга песни слышала, хлеще, чем дубинушка. Вся вода исхлестана пулями врагов. И плыла по матушке наша кровь, кровинушка, стыла бурой пенную возле берегов.
Что-то с вами сделалось, берега старинные, в коих стены древние, церкви до Кремли, будто пробудились молодцы старинные, и числом несместные встали из земли. Сегодня у нас в гостях Смагарам Кента, очень творческий человек, который пишет стихи, поет. Агабеков Тофик Ромикович, пожалуйста, вам слово. Если оказался друг и не друг, а не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в гору идти и рискни, не бросай одного его, пусть он связки в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Парня в гору и тени и риски, не бросай одного его, пусть он связки в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступи на ледник из них, оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони и гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони и гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если же он не искорененный, пусть он хмур был и зол, но шел, а когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если еще он с тобой, как бой, на вершине стоял меданой, значит, как на себя самого, положись на него. Если еще он с тобой, как бой, на вершине стоял меданой, значит, как на себя самого, положись на него. Салют. Скорей, скорей одеться, скорей позвать ребят. В честь праздника Победы орудия палят. Вокруг все было тихо, и вдруг салют, салют. Ракеты в небе вспыхнули и там, и тут. Над площадью, над крышами, над праздничной Москвой вздевается все выше огней фонтан живой. На улицу, все радостно бегут. Кричат «Ура!», любуются на праздничный салют. Дорогие гости, у нас в гостях Джаферов Фазир, поэт, театральный критик, учитель английского языка, член Союза писателей России. Пожалуйста, вам слово. Да, извините, что опоздал. Я оказался в Махачкале и оттуда никак не рассчитал время. Я, знаете, хотел сказать, что вот это же удивительное дело, что вот человек, я имя не запомнил. Ярахмедов. Да. Вот получается, что мы тоже знакомы с Высоцким через одно рукопожатие, вот как бы это вообще удивительно. Вот дети вырастут, они будут говорить, что вот мы знали человека, который видел, который общался с Высоцким. Это вообще очень такая мистическая вещь, по-моему. Еще я хотел, я маленькими этими
ставками. Хотел добавить, что вот Рамзес Джабраилов, кстати, работал в юности в Лезгинском театре. Он год или два здесь тоже играл, начинал здесь. А что касается Высоцкого, ну, естественно, у меня нет своих личных воспоминаний о нем, личных, ну, да. Есть воспоминания с детства. У нас была пластинка с его песнями, которые я слушал, но я боялся его слушать. Вот я очень любил его и боялся, потому что я сейчас понимаю, почему боялся, потому что у него настолько сильная энергия, что ли, и, скорее всего, это какая-то защита во мне была, что он может подавить. Это такое происходит, ну, так как я сам писал, и я тянулся к нему, и в то же время боялся, избегал его. Вот это я сейчас вот рассуждаю таким образом. Тогда я интуитивно и подспудно так. Потом, ну, в принципе, Ярахмедов, он сказал, что его же как поэта не принимали в советское время, а он очень хотел быть, ну, называться поэтом. И его поэтическая натура, получается, что он как, ну, такое затасканное сравнение, как хорошее вино. Вот с годами, вот сейчас он один из лучших поэтов считается. Вот. Еще я хотел добавить, ну, к тому, что уже было сказано, что в театре на Таганке, ну вот Алла Сергеевна Демидова, актриса театра на Таганке, вот одна группа с Высоцким, Золотухиным, с Хмельницким. Она вспоминает, что это сейчас так кажется, что Высоцкий, а мы все были как на равных. Он был, в принципе, вот Ярахметов, он сказал, что человек, вот Демидова это подтверждает. Она тоже говорит, ну, что мы даже думали, что Золотухин, ну, за ним бегали, за Золотухиным. Но у Высоцкого судьба это решающая в становлении поэта. Ну, он так, как я его воспринимаю, как поэта. Вот такое дело. Слева бесы, справа бесы, нет, по новой им не налей. Это снар, эти снар, а те из гресел, не поймешь, какие злей. И куда, в какие дали, на какой еще маршрут нас с тобою эти врали по этапу поведут. Ну а нам что остается? Дескать, горе не беда, пей, дружище, если пьется. Все пустыми не вода. Что искать нам в этой жизни? Править к пристани какой? Ну-ка, солнце, ярче брызни, со святыми упокой. Ну, и Высоцкого не воспринимаешь как стихи, потому что он уже слит, что ли, с его исполнением, и не только даже с музыкой, с его исполнением, поэтому как поэта его не сразу воспринимаешь как отдельного поэта, отдельно от его энергетики, отдельно от его исполнения. Вот. Ну вот, все, что я могу сказать. Спасибо. Дорогие друзья, вот к этому мероприятию мы открыли такую книжную выставку. Вот книги его, потом вот пластинка сохранилась старая. Тогда и пластинки были... Какой год? Там не написано? Ой, не помню какой год. Потом такие вот диски, тоже его песни. Вот он на самом деле очень был интересным человеком. Вот даже его когда слушаешь, как будто неприметный, когда начинает говорить, настолько завораживает, когда читает стихи, когда поет. И вот сегодня все собрались любители его поэзии. Рамазанова Ирина Алисмановна, социальный психолог. Спасибо. У меня не будет такого емкого, интересного, наверное, рассказа, как до меня, да. Вот. Все-таки я родилась чуть позже, вот. Но его творчество мне знакомо с экрана телевизоров, из книг, да? Вот. Тогда у нас были кассеты, путем
магнитофона мы слушали, потом уже выпустили диски. Вот. И это очень, ну, мне казалось, и даже сейчас кажется, что это очень многогранная личность Высоцкий. Такая интересная, такая, потому что его творчество, оно разностороннее. Вот. Это не только автор, исполнитель своих песен, это поэт, это писатель, это актер. Вот. У него очень все так ярко, и это бард. Вот его, мне нравилась его импровизация. Ну, то, что Правда, ему не нравилось, его барда называли почему-то. Он все время считал, что он поэт. Ну вот мне почему-то нравится. Ну хоть мы говорим, что он бард. Да, да. Вот его творчество было не похоже в то время ни на кого. Вот. И это прямая импровизация, очень притягательно, очень нравится. Вот. Может, поэтому его так и не признали тогда. Должного признания он в свое время не получил, увы. Вот. Это было уже после смерти. Тогда шла дискредитация его песен, стихов, да и практически полно. Больше всего этого было. Ну, а потом уже, после 80-х годов, пришло уже истинное признание. И до сих пор, я считаю, он огромный вклад и для детей наших будет не ново, будет интересно познакомиться с его творчеством, с его наследием. Вот. Стоит, реально, дети, ребята, это стоит посмотреть, прослушать. Вот сегодня, как спел нам товарищ, как будто это был Высоцкий. Что-то, да, там мне очень понравилось. Поэтому спасибо вам большое за приглашение. Спасибо вам. Всего хорошего. Темнота впереди, подожди, там стеною заката багровые, встречный ветер, косые дожди, и дороги неровные, там проверка на прочность бои, и туманы, и ветры с прибоями, и сердце путает ритмы свои, и стучит с перебоями. Там и звуки, и краски не те, только мне выбирать не приходится. Очень нужен я там в темноте, ничего распогодится. Хочу вам всем представить Бутаеву Нину Алексеевну, педагог народных промыслов России. Тоже поклонница. Я хочу рассказать о небольшом эпизоде Владимира Высоцкого, жизненном эпизоде. Ну, как известно, что он великий поэт, бард и так далее, тому подобный, актер и человек. Конечно же, он совмещал свою жизнь с нашими знаменитыми советскими писателями, композиторами, вот, и вообще людьми. Однажды в 1977 году ему пришлось поехать вместе с группой наших поэтов советских во Францию, в Париж. Но среди поэтов были Константин Симонов, Евтушенко, Сулейменов, Акуджава, Коротич, Сергеев, Даваян. Ну и, само собой, Высоцкий с ними был. Там был устроен вечер, но вечер не был прорекламирован, и поэтому все думали, что никто не придет. Обычно же как рекламу делают, чтобы народ собрался, все. А потом махнули рукой, в общем, провал будет полный. А нет, получилось не так. Возмущались стихи вроде бы в Париже, это какой-то абсурд. Но увидите, говорит, никто не придет. Такой был разговор между ними. И мы увидели. Оказалось, что пришло 2500 человек. Ну, соответственно, наши тоже иммигранты были там. Вот. И, естественно, началось это выступление. Высоцкий выступал последним. Вот. Это было что-то. Никто не мог подумать, что в конце вот этого вечера будет такой громовитый и яростный голос, мощный, как восклицательный знак. Да, конечно же, он был актером и певцом, личностью. Явление
Это факт, от этого уже никуда не денешься. Да, это не нуждается в доказательствах, а в объяснениях никаких. Высоцкий продолжает свою жизнь после всяких своих поездок. Вот. Ну, где его можно было услышать? В любой городской многоэтажке. Балконы, пожалуйста, оттуда льется музыка его и все остальное. В сельских клубах, в заводских общежитиях, студенческих общежитиях, везде, где только собиралась молодежь, ну, даже и люди вот и старше нашего поколения очень хорошо также относились к его творчеству и знали его. Вот. Ну, собственно, мне больше и нечего добавить. Я хотела прочитать стихотворение, которое уже тут звучало уже. Вот. Но даже вот как в космос мы провожали своих космонавтов, оттуда звучал голос Высоцкого всегда. Стройки комсомольские. Словом, все вот советские такие новшества, все, что связано было. И всегда почему-то там оттуда звучал голос Высоцкого. Значит, это было все к жизни. То есть для него песня это была жизнь его. Вот. Поддерживают они в трудную минуту эти песни. Иногда вспоминаешь, ну вот тяжеловато бывает где-то, что-то как-то. И приходят слова Высоцкого какие-то, вот, буквально строчки небольшие. По любому поводу жизненному, по любому жизненному вот такому вот. Ну что ж, еще даже не знаю, что. Можно стихотворение прочитать, даже если повторно. Ничего такого нет. Ну вот здесь Роберт Рождественский хорошо отозвался. Когда Владимир Высоцкий закончил свое выступление еще в Париже, с такими словами: «Но кажется мне, не уйдем мы с гитарой на заслуженный, но нежелательный покой, нежеланный покой». Правильно написал, сказал Рождественский. Ну, я тут некоторые выдержки сделала из Сулейменова Алжаса. Это казахский поэт, не только поэт, а вообще литературный деятель был. Это те люди, с которыми он ездил, выступал и даже вот за границей. Ну что ж, спасибо за внимание. Спасибо вам. Мерцал закат, как блеск клинка, свою добычу смерть считала. Бой будет завтра, а пока взвод зарывался в облака и уходил по перевалу. Оставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Взвод лезет вверх, а у реки тот, с кем ходил ты в раньше паре. Мы ждем атаки татарские, а вот альпийские стрелки сегодня что-то не в ударе. Оставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам. У нас в гостях Ягибекова Имамат Наримановна, социальный психолог. Пожалуйста, что можете сказать? Здравствуйте, дорогие гости, участники творческого вечера, посвященного памяти Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, что я могу сказать? Мое знакомление с его творчеством произошло в раннем детстве. Ну, тогда по возрасту мы не понимали, какой величины и глубины эта личность. Это творческая личность, это правдивая личность. Он был правдорубом, правдолюбом. И как бы власти не старались это не афишировать, но он был всегда любимцем народа. И не любить его, и не знать, думаю, это странно было. Он был артистом, он не просто декламировал свои произведения, свои стихи, он их проживал, вот, пропускал через свою душу. Вот. Но он был настолько правдолюбивый, что немногие не осмелились бы даже в наше время говорить всю правду жизни, говорить о проблемах народа, о проблемах того времени. Вот. Но
сейчас и по сей день его соотечественники гордятся тем, что он выходец из СССР, выходец из народа. И даже президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что он был свой, подчеркнул его значимость для нашего времени тоже. Спасибо за внимание. Спасибо. Хочу вам представить Насирову Имару, специалист по социальной работе. Пожалуйста, что вы можете сказать о творчестве, о Высоцком? Спасибо вам за предоставленное слово. Спасибо всем присутствующим, что вы так лестно все отзываются. И хочется присоединиться ко всем лестным словам об этом прекрасном поэте, о многогранной личности. Такой человек, который на разрыв души всегда выступал и в театре, и исполнял любую свою композицию, любое свое стихотворение, он вкладывал душу непосредственно. Поэтому, может быть, для многих он является таким вот идеалом, как поэт он себя позиционировал, и вот он вкладывал всю душу, вот он остался в сердцах у всех. Я поздно познакомилась с его творчеством, потому что являюсь ребенком 80-х годов, а он именно в 80-м году скончался летом. И это, таких людей сейчас в настоящее время не хватает, я считаю. Он многогранная личность, он был и актером, и певцом, и выступал на всяких народных этих, извините, что да, мероприятиях, да. Поддержку, хоть от государства он не имел, он единственный человек, который мог посетить другую страну. Он жил на 2 страны со своей семьей, с Мариной Влади, да. И она не раз добивалась его поездок, и они как-то вот позволяли, власть позволяла. Были такие знакомства у них. И очень лестно, что вот хоть и в позднее время, в 1987 году, кажется, вот издали его книги в переводе на французский язык, во Франции изданы его книги, и уже распространились уже по всем европейским странам. Есть много постановок, основанных на его песнях. Он же в Гамлета играл в театре на Таганке, он с гитарой на сцене выступал. И на взрыв. Меня взяло то, что вот он, его видела я на просторах интернета, есть в Ютубе его выступление, где он играет Гамлета, и на разрыв души прямо на сцене всего себя отдавал. И вот таких людей, я считаю, не хватает. И очень лестно, что молодежь вот сегодня присоединилась и вот читает его стихи, ознакомливается. Сейчас тем более есть много публикаций в социальных сетях, где они могут ознакомиться с его творчеством глубже. Это очень лестно, я считаю. Спасибо вам за такой прекрасный вечер. Спасибо и вам. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины, одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Но можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою оставшуюся жизнь. Ни алых роз, ни траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Дорогие друзья, вам хочу представить нашего гостя Османова Наримана Фахрудиновича, директора Дома детского творчества. Пожалуйста, вам слово. Çok sağ ol Zazgaf Günay. Bu kini marikatiz teşkiline közeke çok sağ ol. İnozala velik raha yoldaşları veri da Высоцкий творчество такая, одна гол, он такая, но мир такая, одна творчество, хвала книга великая ксан, фикерат шпинал ганва. Азазна лоз конза Владимир Высоцкий догридани, яке шаир тир, ада, ама гзав прозаический манерин автор тир. Каниргут сно есть воз, ама Москвадин Пушкинан, там них гала театр, декола Холокознова, она куай, роль куай, кинеартир. Вертикаль, короткая встреча. Я родом из детства, моса кинайра ада вещей с халдин рада чахит аркачуна. Миллион ролде халкарин эркер очень творчество дев обудна. Адан машур манер хейхтин райские яблоки, баллада о друге, вершина, вомоса гзав манерин, конечно, я бы сказал, мачи халкарин викерама. Яке ашкадев дебу каза, зазлуз гонзахи харса исполнители хелбетта учин
этен хат жада, очень манера исполнения жада. Дугайдане Высоцкий очень уникальный хатова, очень масса текрар тежда хатова, очень манера исполнения кастер хадалды, а дучи тар хамшалугды тарих татуна. Хакина зас чувствовалось конза кез ке Высоцкий де хаихус имарика тешкильна часть клифная, че also неселезне Владимир Высоцкий де хакти инсанре видно тарих чирхун лазимя. На самом деле он какой-то феномен был, необычным человеком. И он отдавал всю душу, когда играл, когда пел. Как будто вот все, последний раз, уже не может. И вот ему было всего 42 года, когда его не стало. Сегодня мы отмечаем 85 лет. И вот до сих пор его помнят. Блестящий поэт, исполнитель, артист, феноменальный Высоцкий, талантливый автор музыки, текстов, затрагивающий самые сокровенные струны душ, вечная память в сердцах поклонников со всего мира. Спасибо всем за участие. Молодые, знакомьтесь с творчеством ближе, Высоцкого творчества. Вот выставка, пожалуйста, у нас книги. Приходите, читайте, знакомьтесь. Спасибо всем, кто участвовал сегодня.